Выходной день, и продолжается очередная рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Кегинскому району. Отправляемся в село Верхний Кеги. Едем в детско-юношескую спортивную школу. В ней успешно занимаются более 500 детей. Есть и проблемы. Здание необходимо капитально отремонтировать. Есть какие секции? По 10 видам. Лыжные гонки, полиатлон, футбол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, атлетика, гиревочка, А коробка где? В школе? Коробка. Вы сами играете, да? Современный А у пластик. вас вот правда, да, вы там первое место играете в команде? Какой возраст? 2004-2005 годы. Это 15 подростки, лет, да? Туймаза. 15 лет. Туймаза. В этом году еще на финал не А в чем ездили. секрет? Я им Занимаемся? обещал коробку новую. Вы обещание сдержали? Я сделал. А в чем аварийность? Аварийность. Мой предшественник панели поставил. Панель. Ну все как бы красиво, такие панели. А под панелями была сырость, и все это вот. Но здесь что-то можно хоть детей учить плавать? Да, здесь очень популярно. Они проходили здесь. Здесь детей Со учили всего раньше. Северо-Востока. У них проблема была с полами. С полами решили вопрос. Отремонтировали в зале. Тут и сауна есть. Запишите, пожалуйста. Там для меня пометка, что это единственный бассейн на Северо-Востоке, по сути. Так вот. Будет единственное. Муниципальный. Ну, я понимаю, да. Восьмой год мы проводим шахматный турнир памяти. Фотографии. Милиции. Да, здорово. Вот 5 районов у нас посещают, постоянно приезжают. Девчонки, я вижу, играют. Девочки, да, взрослые, это немножко возьмем. Это вот 4 района здесь проехало, Да. Какой класс? Я четвертый. 4 класс. И уже играешь, да? Нравится? Молодец. Да, вот. А, вот он, да? Да. Здравствуйте. Ну, давай, показывай. Ойский чудом поставили. Ойский чудом. Споус с выдохом. Эч! Эй! Са! Ну, нравится вам? Да. Нравится? Но вы только никого не бейте. Это только чтобы защищать, правильно? Себя защищать и девочек, так? А ты кого защищать будешь? Маму с папой. У меня сестренка и братик дома. А, вон как. Ну, конечно, тогда надо. Есть. У нас по дорожной карте, значит, должны мы до 85% довести до 2020 года. Но сегодня еще около 58%. То есть вам есть? Есть. Но, к сожалению, вот здесь ремонт надо. И вот рядом с зданием там. Ну, ремонт мы же договорились, Да. это сделаете. Сделаем тогда, и когда бассейн загрузим, то мы дойдем до этих целей. Бассейн вам нужен? Да. Плавать будете в бассейне? Да, я очень хочу Да? плавать в бассейне. Ну вот мы отремонтируем в этом году, ладно? Все, приходи тогда плавать. Ради Фаритович, можно? Ребят, можно с вами сфотографировать? Давайте. Ребята, устроились быстренько, сфотографируем. Ну все, ребята, будьте сильными, крепкими. Все по местам, ребята, встали. Ради Фаритович, такой позитив от ребят. Конечно, всегда так, когда дети занимаются спортом, это очень здорово. Еще их и достаточно много. Ну вот все равно, тем не менее, вот коллеги говорят, 58% по району охват, все-таки это не очень высокий охват. Вот у них и объекты, поэтому требуют и ремонта, и здесь требуется ремонт. И вот в Доме пионеров сейчас пойдем посмотрим. Ну, а здесь что нужно сделать Здесь и что полностью возможно? сделать. Полностью капитальный ремонт. Будем делать. Будем делать. Учреждение дополнительного образования, они как бы находится у нас в центре. Вот школа. Вот она школа. Дом пионеров сюда едем. Дом пионеров вот здесь. Вот школа все рядом. Одна Это школа. жилые дома, да, вот это получается? Там жилые дома. Да. Вот сейчас зайдем в Дом пионеров. Они как Вот здесь вот здесь получается да, детская да, кипит, да, и получается. библиотека здесь детская, и это музыкальная школа здесь же в одном здании. Сейчас посмотрим, ну очень тесно. Дом пионеров и школа искусств. Следующие объекты рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Ради Хабирова по Кегинскому району.
В обоих учреждениях занимаются более 1000 детей по разным направлениям. Основная проблема – в зданиях тесно, не хватает помещений. Здесь у нас разместились три организации: Дом пионеров школьников, музыкальная школа и библиотека. Не хватает места, говорят, Да, здесь тесновато, да. Здесь большая детей. Ну да, дети к нам с А удовольствием. вот по субботам у вас увеличилось сейчас приход детей? Ну вот в связи с тем, что начинаем, нет, да, начинаете, начинаем. да? Вот родители уже здесь приводят, да. Вас не ругаете меня, что я вам пятидневку сделал? Нет, Нормально? даже очень рады. А по субботам дети чем заняты? Вот в кружке ходим. Ну вот есть возможность куда Да, ходить в есть кружки, куда да, ходить, потому что танцевальные, в этом и рисовальные. идея, чтобы они не болтались в субботу, ну, во-первых, с родителями, чтобы были, и потом ходили, да? Конечно, удобно очень. Удобно? Спасибо, да. А то некоторые ругают меня, говорят, дети были при делах. Мне кажется, нормальная семья, если есть, то пусть семьей побудет, так ведь? Конечно. Так? Вот. Ну, как вы Проходите, смотрите? посмотрите, очень хорошо. Дети Это ходят. вы сами тоже сделали? Это у нас коллективная работа, сказочные домики, это соленое тесто. Это тоже соленое тесто, да? Это все соленое тесто. Здорово. Нравится детям? Ходят? Очень, да, очень. И пластилин нравится, и вот электро. У нас вот 3 группы, у каждой группы своя коллективная работа. А там с берестой работают? Береста у нас, да. Здесь занимаемся берестой с детьми. Делаем вот такие работы. Вот головной убор башкирский. Столетию Республика Башкортостана делаем. Очень красиво. У нас школа является, детская школа является правоприемником детской музыкальной школы, которая была создана в 70-м году. Вот в 2020 году мы будем праздновать 50-летний юбилей уже. Ну вот на сегодняшний день у нас обучается 311 детей по 9 направлениям. В сентябре у нас открылись такие отделения, как художественное отделение и хоровое пение. На сегодняшний день, конечно, вот у нас самая большая проблема, что нет у нас собственного здания. Есть дети, которые желают даже из деревень посещать, поэтому... А вот здесь вот есть дети из деревень? Приезжают, да? Да, да. Дом пионеров у нас тоже приезжает, да. У нас по-современному, конечно, оборудовано. Здравствуйте. Хотелось бы больше класс. И чем эта армия занимается? Это армия танцует у нас, радует народ, занимает призовые места. А это дошколятка здесь есть? Да, дошколят, потом старшая группа. Сколько вот у вас детей занимается? 125 вообще общество, да. 150 хореографии. Студия 150, да? Да. 50 детей студия, а все остальное хореография. Как их удержать, не знаю. Ничего, удерживаем. Главное помещение. Нам, видите, очень мало места. Одной сцены нам мало, поэтому нам необходимо здание, да, ребятки? Нам место нужно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Ваймак егеті. На көп конкурстарда наши бөлмелеріне бәлекейінді. Мына мен Баймақты білем, андай 2 музыкальный школалар филиалдары бар. Әбәдің қиғыр әнді хамандайы. Конкурс есть, мы организовали после этого Кайгар Курай. Межрайонный конкурс по Кураю есть. С Министерством культуры совместно. Ну, район небольшой, 16 тысяч проживает. Ну, вот, очевидно, что у этого района нет своей собственной музыкальной школы. Тоже неправильно. Есть, только здания нет. Ну, я имею в виду, здания нет. Но теперь будет? Будет. Смотрите, вот здесь вот. Вот хотите. это место, уже оно выделено, все, привязка, все сделано вот именно под этот проект. А вот это одноэтажное, это что? Это здесь второй корпус филиала Дуванского многопрофильного колледжа. А, вот так. Ага. Но оно не мешает здесь. И у нас как бы такой хороший административно-культурный центр получается. На проектирование деньги выделены? В этом году выделены. Не должны выделить. Вы тогда дожмите, да, чтобы выделили, скажите. Все. Мне скажете, потому что когда проект будет, тогда будем думать о каких средствах. Ради Хабиров меняет программу рабочего визита в Кигинский район. И в этом же селе, Верхний Киги, мы едем в парк культуры и отдыха. В течение 3 лет мы его полностью освоим. На этот год какие-то деньги дали? Да, в этом году очень хорошие деньги дали. Для нас 7 миллионов 800 тысяч – это огромные деньги. В том году мы 2,5 вот смогли много сделать. Вот дорожки, вот сейчас люди активно начали бегом заниматься. Вот бабушки ходят, и все благодарят. Вот
вроде, ну, не Пустяк, такой. да, казалось. Да. И вот по вашей инициативе мы, конечно, в этом году не успеваем, а другой детский городок там в микрорайоне делаем, а на следующий год с мягким покрытием. Знаете, это же можно как делать? Вот мягкое покрытие, вам бы их все ближе может собрать, и можно тогда все это не надо. Мы над этим посмотрите, работаем, чтобы да. уменьшить, потому что мы поняли, что Ну точно, мягкое покрытие есть. Да, это мы отрабатываем. Ну и надо добиваться, чтобы везде, вот если что-то делаете, обязательно мягкую вот это. Обязательно. Мы просматриваем все проекты. В случае, если есть Вот дальше у нас необходимость, корректируем. стадион. Ну, такое хорошее место для отдыха населения. Люди уже оценили и очень благодарны. Еще один незапланированный объект рабочей поездки по Кикинскому району Ради Хабирова – школьный автобус. Автобус сколько? Год. Год. Это новый хороший автобус, да? Зимой тепло здесь, нет? Нет, фен поставили вот, для детей. Зимой холодно. Зимой холодно, да? Да, в салоне. Спички не хватает детям. Серьезно, да? Да. Вот фен, маленький фен поставили, плюс. Ну так вам нормально, зарплату платят, все вот. Нормально. Нормально зарплату. Вы давно работаете? Год. Сколько в день? Вот вы сколько деревень завозите? 3. 3 деревни завозите, да, получается? Утром ходим, 3 собираем. Вот 4-й, 3 деревни. Оттуда и с 4-й сюда получается. И сейчас обратно разводим. Я про автобус, я всегда говорю, что дети зимой не мерзли. Вот все. Спасибо. Ну что, покажете? Давай, заходи. Так. Ну вот здесь детишки ездят, да? Все прицеплено, все. Ну, в какой ты деревне? Стукаева. Зимой не холодно тебе? Нет. Нормально? Да. Но нравится тебе ездить? Все, то есть удобно тебе, да? Угу. Очень строго проверяет. Конечно, так. Даже выезды за пределы. Сколько у вас автобусов? 25. Но мы, водители, все-таки, вот как говорили, мы Башавтотрансы будем передавать в Лебеде, наверное, так. Федорович, мы внепланово к автобусу подошли. Почему? А мне всегда интересно посмотреть, на какой технике наши дети ездят. Ну, вот здесь вот парк автобусный неплохой. Вот. Но вот сейчас, я же говорю, когда я езжу, я сам учусь и хочу понимать, что происходит. Вот водитель справедливо сказал, я каждый раз моим коллегам говорю в Министерстве транспорта, автобус должны быть теплые. Он говорит, поставьте фен, чтобы все-таки тепло было. Что детям нужно? Тепло, музыка в этом. Пусть они вот пока едут, там, спят или что-то делают. А этот автобус холодный? Холодный, говорят. Ну, просто фен, он и просит, говорит, дополнительный фен поставить, потому что мощности печки не хватает. Тут ведь и климат не самый, скажем, теплый. Ну, к зиме исправим. К зиме исправим. Ради Хабиров по-прежнему в рабочей поездке по Кигинскому району. И мы отправляемся во дворы, где в рамках программы по комплексному благоустройству территорий «Башкирский дворик» появятся современные площадки с резиновым покрытием, освещением и лавочками. Это у нас управляющая компания, Ильяс Раменович, директор Волкова. Сейчас стоим вот здесь. Вот, будет асфальтироваться вот эта дорога к этому общежитию. Вот здесь будет детская площадка с мягким покрытием. Эту существует детская площадка превращаем в спортивную площадку. Коробку поставите там, да, или что? Нет, спортивная площадка именно там баскетбольные, волейбольные, вот именно из этих позиций. Вот эти дома, микрорайон 4, 9, 10, вот они, тоже будут асфальтироваться и с соответствующими парковками. То есть того, чего как раз у нас не хватает. Освещение? Освещение тоже. Вот эти точки, это освещение. Вот сейчас здесь темно, ночью можно пройти спокойно или нет? Без проблем. Точно? Точно. Вот смотри, считаем. Раз, два, есть. Вот здесь я вам скажу 17 фонарей. А вот еще, тут теперь светло, да? Вот, сколько у вас здесь людей проживает на? 1060. 1060, да? Ну, считайте. Да, это 1/8 часть здесь. Лежу, вот, кстати, посмотрел, у вас такая деревьев не хватает. Вот здесь вот деревья сажайте. Мы вот вчера обсуждали это. Вот эту площадку, да, вот с этой площадки начнем. Вот здесь, с этой площадки деревья начнем сажать. Мы уже питомник ездили, посмотрели. То есть будем сажать. Когда же программа «Башкирский дворик», там будет все благоустроено. 4 двора будет? 4 двора. Да.
Ну, здесь как бы комплекс, вот группа домов, 2800, 2800 плюс финансирование. 150 муниципалитет и 30 тысяч населения. 31 тысяча населения. 31 тысяча, да. Ну, мне важно было, чтобы вы с людьми разговаривали. Ладно, хорошо, спасибо. Вот покажу, вот новый микрорайон у нас, под который забросен водопровод и газопровод. Вот 200 участков здесь. Сразу 200 участков. Но люди уже построились, мы уже заявки подали. Водопровода нету и нету газа. А дороги отсыпали? Дороги в этом году мы все отсыпали. То есть все дороги вы сами делаете? Да. Просто новый микрорайон, потому что... С газовиками разговаривали? С газовиками разговаривали, тихонько процесс идет, нам главное вот попасть, вот рейтинг, сейчас по рейтингу. А проектно-сметная есть? Все есть у нас. На воду есть. А сколько вода сметная? 67 миллионов. 67 миллионов. Там мне пометьте просто, ну, как вопрос поставьте, я уточню. Ради Хабиров едет в село Нижние Киги, Дом культуры. Его построили в 1959 году. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. 60 лет клуб. Аварийно, Да, да. Экспертизу не делали, но там уже потолок все провисает, стена с фундамента уходит. Меня что ли здесь? Да, вас, конечно. Чего хотите? Саумысыз. Ничего, нормально. Я вижу, воду вам подвели, да? Да. Газ есть. Давайте. Здесь школа же есть, хорошая школа. Да. Школа хорошая, вот клуб. Клуб надо строить. А взрослые ходят, вот бабушки вот ходят сюда? Ходим, все ходим, все. Ходите, да? Даже под 90-е, когда лет, тоже ходят. Лишь бы новый клуб надо нам. Ну, сейчас посмотрим. Давайте, посмотрите, пожалуйста. Показать. Давайте. Это, Ради Борисович, у нас просто традиционно каждый год одна семья свою династию, дерево, чтобы наши внуки, дети знали прям своих родных, там, и первое, второе, до 7-го поколения, чтобы дети знали. Это у нас вот плохо годов нету почему-то. Да, вот по годам есть, вот где вот деды, отцы вот идут, а дальше это дети, которые сейчас внуки они. Вот. Да, хорошая традиция. Идемте, я вам дальше покажу. Еще старинные. Да. Интересно. Здравствуйте, ребята. Вот по традиции, да, вот каждый ежегодно. Это вас тоже. Ради Борисович, это библиотекарь наш, Светлана Викторовна Хамидульна. Светлана Викторовна, я вам могу, наверное, слово дать, да? Знакомите. Сегодня мы с детьми здесь собрались, у нас неделя детской книги проходит. Первый день как раз и по сказкам дети здесь и рисовали свою, и раскрашивали, все делали. А сколько детей вот сюда ходит всего? Население у нас в Нижнем сельском поселении у меня 1415 человек. В сельском поселении? Да, в сельском поселении. Но еще пару деревень, наверное. У меня 5 деревень ходят. Из них вот 285 это несовершеннолетние до 14 лет. И взрослые от 15 до 30 лет, у нас 300 человек. Женский клуб Аулаку и у нас ходят женщины. Сегодня собрались они у нас пораньше, потому что сейчас вечером работы много дома, у всех скотина, у всех коровы. Много вот ходит, да, и взрослые получается. Ходят у нас. Взрослые человек 15-20 набирают. Только женщины это вот так. А так вот измучились, да, получается? Конечно, да вы что. Вот смотрите, вот и вот смотрите, вот нисколько даже помещения нету. Вот библиотека, вот 7 человек, 8 человек приходит. Глава администрации на 315-летие сообщил, что по вашему распоряжению у нас будет новый клуб. Знаете, весь зал стал. Это было очень прекрасное известие. Значит, нужно. Благодарю вам большое, спасибо. Газ есть у вас, вода есть. Да. А освещение делает немножко, чтобы деревня не темная была? Уличное освещение? Да. Ну, на сегодняшний день освещение мы дополняем каждый год. Но мы же еще денег дали. Да, по всем улицам. Мы сейчас запланировали, у меня оставался один участок, это от улицы Таховые до школы. Вот, по крайней мере, вот от школы дойти ребенку сюда, вот школа, сельсовет, все освещено, да ведь? Да. Опора вот А детский садик есть в деревне? Детский садик есть. Тоже есть, да? Тоже есть.
А вот какая здесь демография? Все-таки рождается, нет? В прошлом Или году убегают, с наверное? плюсом они идут. С плюсом, С да? плюсом демография. У нас молодежь есть, видите, Да, молодежь вот это есть. хорошо. Вот хочется поэтому, чтобы все-таки клуб был, чтобы можно было. И Вот. детей есть. Основная школа у нас ведь. Ну, на открытии увидимся. Обязательно. Приезжайте, приглашаем, приезжайте обязательно. Здравствуйте. Я директор Бабакультуры, 40 лет работаю здесь, вот это в этом клубе работаю. Дождемся новый дом? Да, вот ждем. Хаял итеп безнең беләнәйме? Безгә булышып, җәйле үткәрәсез инде, әй бит, балалар. Bizim bu Ovarasov tiyatro. Алтын сайыл. И татар театры бар. Здорово, здорово. Балалар бар. Бар, йөрләр, 11 бала йөри. Ради Фаритович, очень необычный дом культуры. Ну, и здесь, смотрите, какие талантливые постановки, и рисуют, и вяжут, и бабушки занимаются. Да, вот энергия людей кипит, бурлит. Мы приняли решение здесь строить новое здание, поэтому мы достроим. Biz şol sahnede oynayız. Менә шунда куркып. Открытие келермен, я мындай. Обязательно килегез, обязательно. Biz каршы алырбыз сезне. Ладно. Мандалина да баянда уйнап. Обязательно открытиега килерсез. Ради Фаритович, важный вопрос, когда открытие? Ну вот смотрите, уже 15 где-то мая будет принято решение по уже началу строительства. Ну вот я бы не спешил, где-то 7-8 месяцев. Ну это же отлично. Может быть, на Новый год. Да? Минутку вас еще. Давай. Здравствуйте. Я бы хотела свою поделку подарить вам. Я просто очень тоже люблю вязать и хотела бы подарить вот такие. Вот Я ее все много их вяжу, вот Ух такие. ты. Вот у меня будет в кабинете стоять. Спасибо, Карина. Спасибо. До свидания. Да, пожалуйста.